Ассаламу алейкум варахматуллах, приветствую всех. Очень часто я слышу и вижу некоторые видеоролики, связанные с войной чеченско-российской. И под комментарии носители русского мира и сторонники русского мира пишут: вот вы, чеченцы, пошли на Буденновск в 95 году, поэтому все и началось. Вы там прикрываетесь детьми и женщинами, а вот мы, российская армия, миротворцы, освобождали их. Мы никогда не брали никого в плен и так далее, и так далее. Народные российские сказки. Так вот, когда был Буденновск? В 95 году, 14 июня. А что было до этого? До этого в Чеченской республике Ичкерия 3 июня в 95 году была убита целая семья из 12 человек Шамиля Басаева, из родственников. А что было до этого? В 95 году, в мае месяца, целое селение с детьми и женщинами взяли в заложники российская армия. Об этом видео будет под конец, где сами русские ветераны Первой войны рассказывают об этом с гордостью. И на российских телеканалах об этом рассказывают, гордясь этим. Так вот, вы начали. Так вот, Россия начала. Когда весь мир наплевала на чеченский народ, на Чеченской республике Ичкерия, и оставила один на один с этим врагом, где не щадили ни детей, ни женщин, тогда была сделана попытка Шамилем Басаевым остановить этот геноцид, который делает Россия. Зашел, захватил Буденновск. И какая разница была между Буденновском, который захватили чеченцы, и Шатоем, который захватила Российская Федерация? Чеченцы не пошли на штурм в Шатое, боясь, что будут убиты чеченские мирные жители, и дали уйти им. А вот Россия пошла на штурм и убила своих граждан. И ни один из этих мирных жителей не был бы чеченцем. Так вот, какая разница между нами. Так вот, кто начал это. Не Ичкерия напала в 94 году, в декабре месяца, а Россия напала. Ичкерия защищалась. А когда вы в своем беззаконии стали выше своей головы, вот тогда был Буденновск, и тогда был Норд-Ост. Понимаете? Когда вы такие вещи делаете, ответ бывает. Как я говорил, зло порождает зло. Вы начали. Поэтому прошу вас, перед тем, как обвинить чеченский народ, откройте свой шкаф и посмотрите, сколько у вас там скелетов. Не нужно судить чеченский народ. У нас-то было там несколько случаев, когда такое было. И этим мы не гордимся. До этого вы довели народ. Когда из 1 миллиона чеченцев вы убили 350 тысяч, из них 42 тысячи дети. Когда все наши города, все наши селения было просто сравнено с землей. И это поступили с тем народом, который меньше вас было на 140 раз. Будете стрелять, перережем всех женщин и детей. И вот в течение 1,5 месяца, пока мы находились в Шатое, скажем так, держали вот этот плацдарм, окружающая группировка, примерно в 6-8 раз превосходящая нас, как по вооружению, как говорится, так и по личному составу, находилась в таком вот нейтральном равновесии. Мы не можем никуда уйти, держим эту деревню, да, и они не могут ничего сделать, потому что боятся, как бы мы чего-нибудь там не сотворили. Да, это в фильме, снятом НТВ, в кавычках «Герой Первой российско-чеченской войны», рассказывает, как они взяли в плен целое село с чеченцами, включая женщин и детей, а затем угрожали всех их перебить. Этот террористический акт, о котором с такой гордостью говорит и российский солдат, и ведущий НТВ, произошел в мае 1995 года.